Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех, друзья. С вами снова я, ваш Аслан, на канале Реалити. Сегодня 14 февраля 2022 года. 20 часов по Берлину и 22 часа по Джохару соответственно. Приветствую вас, гражданин Ичкерии, неуловимый Джо, Довели, Нох, США Америка, Сергей Бабунич, Нохчино. Валейкум ассалам, приветствую всех, спасибо, Довели, всем спасибо, а что дальше? Ну, я смотрю, мы опять зависаем, да? Зависаем. Зависаем. Тут зависаем, а там я себя вижу. Так. Приветствую подписчика и Аслана, с нетерпением жду стрима. Сергей Бабунич. Привет, Сергей. Приветствую вас, Сергей. Так, ну у меня компьютер тогда виснет. Окей. Главное здесь показывать. Асамбек Тутаев, алейкум ассалам, леди, Ахиллес, Шавига, Машуа. Машуэльсон, Хоми, Вош Асан, все остальные Берзлой. Всем добрый вечер, леди, Хойогель, Маш. Ахиллес, Сувистхи, Лукшвор, Кучуа, Дела, Гулк, Хулушам, Дацкуна. Ахиллес, Селан, Мадерой, Дистхи, еще спокойно, да. Чувервор, Вистхирвор. А я зина Гвишера, Миома, Делмула. Записали, но сейчас, ну, Тутаев, леди, все окей. Ну, у меня на компьютере зависает тогда картинка. Ну, ничего, главное, что вы меня видите, и слава богу. Итак. Все окей. Ну, виснет у меня картинка. Я, может, наладится, как в прошлый раз. Будем надеяться. Так, да, Асамбек. Название Российская Фальшфедерация, Россия, несостоявшееся государство. И вы, наверное, видели это видео, которое есть на канале НЭП Прага Курочкиных, где американский профессор рассказывает, что он фактически уже создал инструкцию по ликвидации России. И я рад, что, нельзя сказать, что угадал, но нельзя сказать, что там я супер хорошо в этом разбираюсь. Ну вот я предполагал, что с Россией будет покончено, и вот прошло буквально несколько лет, и с Россией уже есть план, инструкция, руководство к действию, как будет уничтожаться Россия. Это не может не радовать, это отличная новость. И я вам сейчас расскажу, как это будет. Ну, часть того, как это будет происходить. В 1995 году Джохар Мусаевич Дудаев, отец-основатель чеченского демократического правового государства Чеченской республики Ичкерия, Джохар Дудаев сказал такую фразу, что Россия незаконно является постоянным членом Совета Безопасности ООН, и что ее оттуда нужно исключить.
украинский посол Сергей Кислицын, или сейчас я, чтобы не ошибиться, Кислица, полностью разобрал этот вопрос. Он является постпредом Украины. Он при ООН. И вот он разбирает этот вопрос полностью. И я хочу вам это все показать. Это супер просто крутая новость, которую, наверное, вы читали. Она у меня есть в сообществе. Вот этот прекрасный джентльмен Сергій Кислицын, он тут говорит на українському язикі. Що ми робили 30 років, да? І тепер що ж ви нам пропонуєте? Зробити вигляд... И я вам зачитаю просто, что он говорит. Я просто вам познакомил вас с ним, чтобы вы знали, как выглядит этот достопочтенный джентльмен. И я вам расскажу. Меня вообще интересует правовая сторона любого вопроса. И если нет правовой стороны, то этот вопрос я даже не считаю. Хотя, конечно же, в наше время, особенно люди, которые живут в России, правовой стороне не сильно придают значения, так как она практически не имеет никакого значения в России. Но вот в мире уже давно совсем по-другому все относятся. Конечно, не всегда все следуют духу, хотя пытаются всегда следовать букве закона, но не всегда духу, большому сожалению. Но для этого есть мы, которые должны постоянно об этом говорить, чтобы следовали не только букве, но и духу закона. Ну и вот, возвращаясь к тому, что Россия находится незаконно в Организации Объединенных Наций. Это уже Сергей Кислица пошел. Дальше Джохар Дудаев говорил о том, что Россия не является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Как известно, это 5 стран. Франция, Великобритания, Соединенные Штаты, Китай и СССР. И вот тут кроется все самое интересное. Вы помните, что русские нам говорят, что Чечня это не государство, что Чечня это самопровозглашенное государство. Какое бывает другое, кроме как самопровозглашенное независимое государство. Если же вас кто-то другой провозгласил, то вы, наверное, уже не независимое и не суверенное, потому что кто-то не вы провозгласил, что вы являетесь государством. То же самое касается и ситуации, связанной с признанием какой-либо страны. Да? Об этом тоже много раз мы говорили. Признание какой-либо страной, например, нас признала Грузия, потом, когда началась война, нас признал Афганистан. Почему он ждал до того, пока не начнется война, непонятно. Но, видимо, это была такая медвежья услуга, на которую мы, наверное, попались. Ну, посмотрим. Так вот, есть два в мире, в международном праве, два таких понятия, которые считают, что государство, одна из теорий, которая на самом деле, наверное, одна единственная, я ее всегда как единственную и говорю, но есть вторая теория, что вот нужно, чтобы кто-то признал. Первая же вот, версия признания суверенитета независимости государств является то, что достаточно иметь народ, территорию, правительство независимое, и чтобы это правительство было признано в международном сообществе, то есть чтобы с ним можно было как-то коммуницировать. Да? Миролюбивое должно быть это государство. Это одно из условий для принятия государства в Организацию Объединенных Наций. Это одна из теорий, да, одно из таких правил, которое считается достаточным для того, чтобы государство стало независимым и суверенным. Есть другая, как я уже сказал, то, что какое-то государство должно признать это государство. Но в таком случае, вот опять же возвращаясь к суверенности, независимости,
то это государство не является суверенным независимым, если мы будем ждать, допустим, пока признает Чеченскую республику, если брать, например, Чеченскую республику как пример, какая-нибудь там, не знаю, африканская страна, или пускай это будет Соединенные Штаты, или пускай это будет там Германия. Пока если Германия не признает Ичкерию, Ичкерия не государство, то какое это государство после того, как Германия признает? Нет, это противоречит здравому смыслу, и это противоречит логике. И, конечно же, достаточно, что есть народ, народ имеется с тысячелетней историей, язык, культура, все это имеется с тысячелетней историей. Территория, которую на протяжении веков у нас отбирали, завоевывали. Но та территория, которая сейчас есть, и которой мы удовлетворены на сегодняшний день, наша территория, она имеется, и никого нет на этой земле, ну, кроме русских, которые называют ее своей. Ни наши соседние, наши народы не говорят, что это их земля, хотя они больше прав имели бы говорить, что это их земля, чем какие-то русские, которые приедут там с Москвы или там с Новгорода или еще откуда-нибудь. И нас всегда Россия, вы сейчас знаете, Украину, недогосударство, там случайное образование, про Казахстан то же самое говорят. Но самое интересное в этом во всем, Россия не только не является на законных основаниях, не находится и в Совете Безопасности ООН, и не является постоянным ее членом, да, постоянных членов 5, как я сказал, а всего в Совет Безопасности входит 15 государств, и 10 из них время от времени меняются. И только вот 5 государств, это Америка, Китай, Франция, Великобритания и СССР, которые постоянные члены. И вот у этих постоянных членов есть право вето. И вот собирается все ООН, все и эти 4 государства, которые являются постоянными членами, потом те 10, которые просто входят в этот Совет Безопасности, потом еще сотни государств, которые входят вообще в Организацию Объединенных Наций, на ассамблее выносят какое-нибудь решение. Например, запретить Башару Асаду применять химическое оружие против мирных граждан, ну и вообще применять химическое оружие. И в противном случае признать его террористом, там, бандитом, преступником и так далее. И появляется одно государство, почему-то это государство не Российская Федерация, Россия, а СССР, которое накладывает вето на это решение. И все. И всех это злит, но никто ничего не может поделать. То же самое происходит и по отношению к Чеченской Республике Ичкерия. Для того, чтобы стать независимым государством, сейчас мы только что выяснили, что нам не нужно ничего признания, нам достаточно, что мы сами себя признаем и так себя соответствующим образом ведем. Но для того, чтобы коммуницировать с другими государствами, чтобы мы могли торговать, отдыхать, ездить там и приглашать к себе, обмениваться преступниками, информацией, там, всем, да, два государства должны установить между собой дипломатические отношения. Вот для этого нужно это признание, открыть посольство в каждой стране и через это посольство решать вопросы, которые нужно решать с той или иной страной. И для этого нам нужно войти в ООН. Вот это уже следующая стадия, да, и тогда необходимо. Как государство мы являемся в юридическом смысле, но для того, чтобы нам развиваться, нам нужно признание, например, той же Германии, или там Соединенных Штатов, или Украины. И вот мы должны установить с ними дипотношения. И для того, чтобы попасть в Организацию Объединенных Наций, там есть отдельно, вот есть Организация Объединенных Наций, а есть Организация непризнанных государств, по-моему, это так называется. Туда мы входили, между прочим, наравне с Тайванем. И вот в этой ситуации
возникает вопрос с вето, которое имеет право, опять же, СССР, право вето, что без желания хотя бы одной из стран, вот из этих 5 стран, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, Чеченская Республика Ичкерия не может попасть в ООН. И вот возникает такой юридический казус. Независимым мы являемся, а еще отвлекаясь немного от этого вопроса, возвращаясь к праву вето, только лишь у 5 стран есть это право вето. Вот это право вето и вот эта привилегия, которая дается этим 5 государствам, нарушает основной принцип, юридический основной принцип, принцип справедливости. И 5 государств имеют это право, остальные не имеют. Чеченцы же, даже победив в войне с Россией, не могут стать независимым государством в полном смысле, то есть, чтобы экономика заработала. Без экономики любое государство превращается в какой-нибудь Афганистан или там Северную Корею. Мы не можем попасть в ООН без одобрения на это фашистской России. То есть мы оказываемся полностью в тупиковой ситуации. Сколько бы мы ни воевали, что бы мы ни делали, вырваться из когтей России, даже если мы вырываемся из когтей в физическом смысле, то в юридическом мы не можем в полной мере использовать все международные институты для того, чтобы наш народ, наша нация развивалась, государство, чтобы обогащалось, тоже развивалось и так далее, и так далее. И еще 6 лет назад, я даже, может быть, больше, я думал, как же сделать так, чтобы мы получили свои права, чтобы у нас были права, как у всех людей на этой земле, в случае, если нас убивает русская армия, нам не надо идти сперва в районный суд этой России, потом вышестоящий, потом дойти до Верховного суда России, проиграть там везде, и только тогда лишь дойти до ЕСПЧ, Европейского суда по правам человека. Но это очень унизительно, очень оскорбительно, когда ты воюешь против страны, эта страна устраивает очередной, не в первый раз, очередной геноцид тебя, твоей нации. И тебе нужно потом все вот эти инстанции внутри России проходить. Это глубоко, сильно оскорбляет чеченцев. Это очень трудно. Это нужно оказаться на месте чеченцев, чтобы это все понять. Потом ты идешь в этот суд, ты знаешь, что они убили твою женщину, твоих детей, там всех подряд. А их суд говорит, нет, этого не было. Нет, вы сами виноваты. Родился чеченцем, ты уже виноват. Вот в таком состоянии мы находились. Я подумал, единственный выход, который есть для нас, это развал фашистской России. Я не знаю, как это должно произойти еще тогда. У меня даже не было представления, как это может выглядеть, потому что Россия была на пике, войны еще в Украине не было. Россия член G7, там G20, во всех международных институтах представлена. Там нефть стоит там более 150-160 долларов за баррель. Ну, короче говоря, никакого просвета по логике, нет. Но мое дело поставить диагноз, как говорит Борис Тамахин. Я понимаю, что только в таком случае мы можем получить. Мы не смогли отдельно нашу страну освободить. Мы смогли физически победить Россию, но мы не смогли дальше совладать, потому что ресурс несопоставим. Потом мы попробовали объединить весь Кавказ, Имарат Кавказ, тоже не смогли. Потому что на религиозной основе объединения Кавказа, это нам никто в этом не помогать не будет. И
на Кавказе живут и не мусульманские народы тоже. Не просто среди нас живут не мусульмане, но еще есть и целые народы, как осетины, грузины, там некоторые другие народы, часть некоторых народов, которые тоже не являются мусульманами, но они такие же кавказцы, как и мы, имеют такие же права человеческие и кавказские, с нашим менталитетом, понятно, и много-много людей, что, ну что с ними нам делать? Ну, не отделять же их там отдельно, или там, я не знаю, что можно еще сделать с ними там. В космос их не отправишь, и не согласятся они переехать в космос. И вот, или перелететь в космос. И единственное, путь, который верен, который нужно изучать, это путь Джохара Дудаева. Нам пытаются подменить путь Джохара Дудаева путем Ахмада Кадырова, человека, который предал путь Джохара Дудаева. По идее, вот мы должны двигаться в этом направлении, а Джохар Дудаев и Зият Гамсахурдия пытались построить большое содружество, конфедерацию народов Кавказа. И в этом направлении, наверное, мы будем двигаться. Потому что это неизбежно. Наша культура, наше понимание. И вместе мы будем намного сильнее, чем раздельно. Намного сильнее, конечно же. Но другая проблема в том, что кавказские народы этого не хотят. Вернее, не так сильно этого хотят. Да, конечно, если им предоставить полную свободу, то, конечно, с большой вероятностью каждый кавказец, да и любой житель, ну, я так и называю, даже русский, проживающий на Кавказе, объективный, независимый, без имперской заразы внутри, он захочет отделиться и жить отдельно, потому что у нас своя цивилизация, своя культура и свои особенности, которые мне лично очень нравятся. И они больше, у нас много схожего с европейцами, чем с россиянцами. И это тоже правда. Хотя язык, на котором мы сейчас говорим, я сейчас говорю, он, конечно же, русский, и мы говорим на нем. Наверное, его нужно будет заменить на английский, я считаю. Это самый передовой язык, и нам нужно будет, наверное, изучать всем английский язык. Потому что и для нас откроется мир, весь мир. Мы были ограничены загнивающей, протухшей Россией. Хотя там есть и ученые, есть и писатели, литература, много что есть интересного. Но по сравнению с мировой классикой, с мировыми, особенно техническими в последнее время достижениями, да и литературными, конечно же, Запад, он всегда был, последние века он был, несколько веков уже он был передовой цивилизацией, с которой мы должны брать пример, с которых для большего, быстрого развития. Но возвращаясь к ООН и тому, что недогосударство, недосформировавшаяся, несостоявшаяся Россия, в полном смысле этого слова, демократическая, как они ее представляли, Россия, это государство, которое, оказывается, на незаконных основаниях находится. Вот сейчас я вам покажу еще раз Кислицына. Кислицу точнее. Так, сейчас мы сперва найду время, или лучше сразу зачитаю вам, что написано, что говорят украинцы. Я услышал об этом, о том, что Россия находится незаконно в Совете Безопасности ООН, от Сулима Юнусова. Это было несколько лет назад, когда я приехал сюда, в Германию, и мы с ним в Фейсбуке переписывались, и он очень проталкивает эту тему, нарратив Джохара Дудаева. Джохар Дудаев говорил вещи, которые на самом деле являлись государственными секретами России.
Но почему-то некоторым казалось, что это какой-то чеченец, который там хочет спасти свое положение. И фактически он много что рассказал. И бойня в Крыму, и про ООН, ну много чего. Каждое слово Джохара Дудаева нужно анализировать. Даже тех преступников, которых он по именам называет, обязательно в порядке, я их постоянно тоже у себя показываю вам, русских преступников, там Степашины, там разные Лобовы и так далее, по фамилии, про которых мы практически ничего не знаем, Шахрай. Джохар их обозначал, и вот мы должны будем собрать все материалы, которые имеются по Джохару, и с этими материалами нам придется работать. И вот сейчас государство, которое находится очень давно в Совете Безопасности, поднимает этот вопрос. Ну, как говорит Сергей Кислица, он говорит, что он не по заданию государства это действует, а это его личная инициатива, но это уже много, да, то, что он делает. И давайте перейдем к статье, которую я вам сейчас прочитаю. Это очень интересно. Итак, «Европейская правда». Сейчас я себя вам тоже. Так, «Европейская правда» называется. Международная безопасность и евроинтеграция. 22 год, 8 февраля. Вторник. Россия фальсифицирует свое членство. Россия фальсифицирует свое членство в ООН и Совбезе. Вопрос. Подробно об обвинениях Украины. То, что Российская Федерация сидит на заседании Совета Безопасности ООН и участвует в рассмотрении вопросов, касающихся ее вторжения в Украину, давно раздражает многих и не только в Украине. Но проблема действительно есть, и она значительно глубже. На самом деле есть большие сомнения в том, что Россия вообще является членом ООН. Никаких публичных решений о вступлении РФ в эту организацию нет. К тому же в секретариате ООН отказываются показать секретные документы на этот счет. Как бы там ни было, можно с уверенностью говорить, что постоянным членом Совбеза, а именно этот статус дает право применять вето, не РФ, а Советский Союз. Однако в 1991 году, пытаясь обезопасить ядерный и военный потенциал России, в Совбезе ООН решили закрыть глаза на нарушение устава организации и позволили России сесть за стол, что, впрочем, еще не сделало ее членом законным. Следует также признать, что до недавнего времени на это нарушение закрывала глаза и Украина. О том, как так сложилось и чего ждать, «Европейская правда» поговорила с послом Сергеем Кислицей, постпредом Украины при ООН. Смотрите нашу дискуссию в видеоформате. Итак, это видео вы можете потом посмотреть. Оно на украинском, поэтому будет не всем удобно это смотреть. Для тех же, кто предпочитает чтение, добавляем также текст, ну и так далее. Как Россия очутилась в ООН? Устав ООН был подписан в июне 1945 года на так называемой Сан-Франциской конференции, где была создана Организация Объединенных Наций. Свои подписи под указом поставили 50 государств-основателей ООН. И у меня есть копия этого документа. Там есть подписи Советского Союза, Украинской ССР, Белорусской ССР. А вот подписи РСФСР, то есть Советской России, нет. Хотя в то время было отдельное Министерство иностранных дел именно России как республики члена СССР. То есть они могли быть участниками процесса, но не были. Для ясности поясню, кто не совсем понимает, в Организацию Объединенных Наций входил СССР, и входили Украинская Советская Социалистическая Республика, Белорусская ССР, Грузинская ССР, Литовская, ну и так далее. Все 15 республик имели свои представительства.
Это, наверное, было еще и удобно для СССР при голосовании иметь столько товарищей, соратников, да, единомышленников. Хотя это, конечно же, все подчинялись одной по линии партии. Чеченская республика, так как была лишена и даже этих прав, которые имели остальные республики, Чечено-Ингушская республика тогда, Чечено-Ингушская автономная советская социалистическая республика, которая ходила в РСФСР, у которой, как здесь указано, не было своего представительства. И вот, когда разваливался Советский Союз, все вышли из состава СССР, и Чеченская республика, Чечено-Ингушская республика. Из Чечено-Ингушской АССР она превратилась в ЧИР, Чечено-Ингушскую республику, то есть автономная, советская, социалистическая. Вот эти три буквы были выкинуты, и остался ЧИР, Чечено-Ингушская республика. Очень похоже на ЧИР, кстати говоря. И нам было отказано, так как бы это была большая процедура. Вот мы легко можем обвинить Запад, сказать, вот вы нас там бросили, там на произвол там и так далее. Что отчасти, конечно же, это так и есть. Но с другой стороны, люди, которые понимают, что если давать Чеченской республике независимость, то вот, я дальше прочитаю вам, увидите, это вот арсенал, ядерный, химический арсенал, о котором, кстати говоря, Ельцин в 91 или 2 году, когда полетел в США и в Сенате говорил, Господи, благослови Америку, тогда он как раз и упоминает то химическое оружие, которое есть там, что его нужно там беречь и так далее, потому что то химическое и ядерное оружие, которое есть было у Советского Союза, оно очень сильно напрягало весь мир. И оно еще русскими очень сильно пропагандировалось, советскими. Пропагандировалось, что мы такие 150 раз можем мир уничтожить и так далее. И мир, конечно же, резонно побаивался вот этого арсенала, который был в России. И Россия воспользовалась этим. И для того, чтобы принять Чеченскую республику, нужно согласие России, как постоянного члена Совбеза ООН, либо исключить Россию из Совбеза ООН. Вот, то есть то, что будут сейчас делать. Или, может быть, будет полностью расформирован ООН, а может быть, просто Россию исключат. Кстати говоря, Россия и Китай — это две страны, которые являются постоянными членами Совбеза ООН, которые совершают геноцид. Государства, которые имеют право вето и имеют такой статус. При этом они совершают геноцид, продолжают вести, не уважать международное право и так далее, и так далее. Поэтому это было очень сложно для Запада, даже для наших друзей и тут на Западе, а их у нас было очень много, и мы должны все эти связи восстановить, попробовать. Прошло много времени, некоторые из них состарились, ушли на пенсию, некоторые умерли, но есть и новые друзья, которые у нас появляются, и мы должны налаживать с ними отношения. И поэтому это было очень сложно. И человек, который всего этого не понимает, может просто легко сказать, вот Запад, Америка, там Англия, все нам не помогали, все плохие и так далее. Но отчасти это правда, только лишь, это отчасти это правда. И наша вина в этом есть уже после Второй войны. Дудаев все делал идеально. Поэтому если мы хотим получить государство для того, чтобы мы могли защищать права наших граждан и наших будущих поколений, права были в хоть какой-то степени защищены, и мы избавились от вот этой империи, которая уже на протяжении веков нас оккупирует и устраивает нам каждые 50 лет по очередному геноциду, мы должны следовать пути Джохара Дудаева. И мы будем ему следовать. И это единственный выход из сложившейся тупиковой ситуации. Но пойдемте дальше к статье. Итак, появилась ООН. Страны-члены начали учреждать свои представительства. Появилась отдельная дипмиссия СССР
УССР, БССР, а вот Россия и другие республики в качестве членов ООН так и не появилась. Последним послом СССР был Юрий Воронцов. 24 декабря 1991 года на здании ООН сняли флаг Советского Союза, потому что на встречу Алматы, в то время в Алмате, 21 декабря 1991 года лидеры бывших союзных республик приняли решение о том, что Союз прекращает свое существование. Частью переговоров в Алматы была тема правопреемства Союза, включая место СССР в Совбезе ООН. Так совпало, что в декабре 1991 года именно СССР был председательствующей страной в Совбезе. Представьте себе картину. 24 декабря, последнее в году заседание Совета Безопасности. Все западные дипломаты уже готовы отмечать Рождество. И вот в конце этого заседания посол Воронцов информирует других членов Совбеза, что в секретариат ООН поступило письмо президента Российской Федерации Бориса Ельцина о том, что Россия намерена быть страной-продолжателем Союза ООН. Понимаете, да? И в Совбезе. И добавляет, а я теперь буду послом не Советского Союза, а Российской Федерации. И закрыл заседание. Все. Вот так по телеграмме Бориса Ельцина и зачитыванию или заявлению этого плана Ельцина Воронцовым Российская Федерация стала постоянным членом Совбеза ООН и вошла в ООН. Невероятно. И все бы ничего, если бы не было устава ООН, говорит Кислицын, предусматривающую отдельную процедуру принятия новых государств ООН и членства в Совбезе. Россия стала единственным государством в мире, обошедшим эту процедуру. Россия не является членом Совета Безопасности ООН. Извините, я еще болею. Российская Федерация говорит, что она является постоянным членом Совета Безопасности ООН, а это особый статус, который, например, дает право вето. Перечень государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности, прямо прописан в Уставе ООН. Это Китай, Франция, СССР, Великобритания и США. Повторюсь, действующий устав говорит, что Советский Союз по-прежнему существует, а в России в нем и не упоминается. Однако уже 30 лет в зале сидят какие-то люди, поставившие перед собой табличку «Россия» и выдают себя за члена Совбеза ООН. И все вокруг считают, будто все нормально. И мы до недавнего времени тоже так считали. А вот зря. И раз об этом первый сказал Джохар Дудаев, нужно обязательно упоминать Джохара Дудаева, уважаемый Сергей Кислицын. И упоминать про Чеченскую Республику Ичкерию, за которую отдал жизнь Джохар Дудаев и дал эту идею вам всем, нам всем, для того, чтобы мы могли победить это фашистское образование. Следовательно, нужно менять устав, чтобы исправить этот бардак. Процедура изменения есть, она подробно прописана. Нужно голосование в Совете Безопасности, затем в Генассамблее. 2/3 государств должны проголосовать за, а потом изменения должны быть ратифицированы парламентами минимум 2/3 государств-членов ООН. Сейчас ООН 193 страны, поэтому постоянное членство Российской Федерации в Совбезе ООН должны поддержать как минимум 129 государств. Впрочем, членом Совбеза может быть только государство-член ООН. Но является ли им Россия? Понимаете? Это нам, Россия, и украинцам сейчас, и казахам, она говорит, что это не до государства, не состоявшееся государство, а сама Россия, оказывается, не является в юридическом смысле. Это факты, это ничего не придумывается. 30 лет мир молчал. 27 лет назад об этом сказал Джохар Дудаев. И весь мир молчал. Делал вид, что все нормально. Главное, Россия там справляется с этим ядерным оружием, там, химическим оружием и так далее, и так далее. И может быть какие-то там хорошие контракты дает некоторым, кто молчит. Но, слава Богу, как говорится, явилась истина и сгинула ложь. Поэтому начали об этом говорить.
Является ли вообще Россия членом, вообще является ли они государством, членом ООН? Как другие государства становились членами ООН? Статья 4 Устава говорит, что членами ООН может быть любое миролюбивое государство, то есть миролюбие на момент вступления в ООН является обязательным условием. А решение ООН о присоединении принимает Генеральная ассамблея с учетом рекомендаций Совбеза. Это то, про что я говорил, что 5 стран Совета Безопасности Совбез должен дать согласие, и 5 из этих стран имеют право вето. И это требование действительно выполнялось для всех других государств, кроме России. Возьмем, к примеру, Чехословакию, которая прекратила свое существование в 1992 году, распавшись на Чехию и Словакию. Обе эти страны прошли процедуру подачи заявки на членство, рассмотрение в Совбезе, Генассамблее и так далее. Другой пример – Федеративная Республика Югославия, которая была среди государств-учредителей ООН, так же как и СССР. В начале 90-х Югославская Федерация развалилась, на ее территории появился ряд новых государств – Словения, Хорватия и тому подобное, которые тоже подавали заявки в ООН. Белград же стал столицей союзной Республики Югославия. Название похожее, но юридически это было новое государство, так же как Россия после распада Союза. Новая Югославия хотела объявить себя правопреемницей Югославской Федерации. Опять же, ровно так же, как это сделала Россия. Ее запрос рассматривали в Совбезе ООН в январе 1992 года, то есть через несколько недель после того, как посол России объявил, что садится на место посла Союза. Понимаете, да? Югославия через несколько недель проходит, как положено, процедуру, хотя до этого Россия не проходила эту процедуру. Почему так? И тогда все члены Совбеза вместе с ними России ответили: нет, дорогая, ты можешь просто объявить себя правопреемницей, будь добрая пройти всю процедуру. В конце концов, Белград хоть и не хотел, но был вынужден это сделать, а Югославия стала членом ООН только в 2000 году. А уже потом поднимать вопрос, интересно увидеть дискуссию в парламенте мира о том, является ли Россия миролюбивой страной. Но думаю, что я этого так и никогда не увижу. Эта процедура не была запущена. Почему России разрешили нарушить фундаментальные правила? Вспомните, что было в мире в 1991 году. Советский Союз исчезает вопреки прогнозам всех разведок мира. Большинство столиц, даже здравомыслящих, впадают в панику, потому что не понимают, что делать. Что делать с ядерным и обычным военным потенциалом Союза? Кто будет за все отвечать? Кто это будет контролировать? И тут появляется Россия и говорит: мы за все отвечаем, мы гарантируем, что ядерное оружие останется у нас, что обычные вооружения не будут распроданы террористическим группировкам. Зачем, если Россия сама является, и КГБ само является террористической группировкой? И все такие фух отлегло. К тому же во главе РФ появляется Ельцин. Я помню, в 1992 году состоялся саммит Совета Безопасности ООН, и то, что там говорил Ельцин, можно было хоть к ране прикладывать. Он говорил, что Россия, мол, отныне не будет рассматривать нарушение прав человека как внутреннее дело отдельного государства. Словом, на этапе эмбрионального развития демократии Запад воспринимал Россию просто супер. Другой вопрос, что этот эмбрион переродился во что-то совсем не похожее на демократию. Впрочем, за эти годы все привыкли, что РФ сидит в Совбезе и в зале Генеральной Ассамблеи. Причем Украина тоже к этому приложилась. Мы разделяем ответственность за это, потому что многие годы закрывали на это глаза. Также Украина, как и все бывшие республики СССР, кроме Балтийских государств и Грузии, была участницей договоренности в Алматы. Однако это не уменьшает проблему членства России в ООН. ООН скрывает документы по этому вопросу. Этот вопрос стоит 30 лет, и нам никто не отвечает на вопрос о том, на каких основаниях Россия сидит в зале ООН, и тем более Совбеза. То есть Россия даже в ООН не представлена. Российская Федерация, этого государства не существует как такового. Россия это фальшивое государство. Российская фальшидерация это. Фальшидерация. Так, было юридически.
Так, на вопрос, тем более Совбеза. Чтобы ответить на этот вопрос, его как можно решить, чтобы ответить, как его можно решить, его нужно исследовать. Нужен юридический анализ документов в секретариате ООН. И вот тут возникает проблема. Еще до того, как я приехал сюда постпредом, сотрудники нашей миссии ходили в архив секретариата ООН. И там было все как в кино. Наши дипломаты приходят и говорят: а дайте нам файл об оформлении членства России в ООН. Сотрудники секретариата достают коробку и у них на глазах разбирают документы. Это вы можете смотреть, а это нет. Это мы вам дадим, а это секретно. Но на каких основаниях? Почему решению документы о России сделали секретными? Никто не признается. Я могу лишь констатировать, что в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН. Зато мне часто приходилось слышать: даже не думайте поднимать этот вопрос, 30 лет все работало, лучше не трогать. И я понимаю, почему мои собеседники боятся правды. А я понимаю, почему Украина тоже эти 30 лет молчала. Потому что это подняло бы вопрос: а что мы делали тогда все эти годы? И что делать с решением, принимавшими при участии РФ? Что с теми, где Россия налагала вето? Это резонные вопросы. 30 лет Россия налагала вето, принимала решения. И теперь, после того, как Россия будет исключена из Совета Безопасности ООН и вообще из ООН, да, она реально не является, это не по-настоящему. Все в России оказалось фейковым. Даже на международном уровне, даже на самом высоком уровне Россия оказалась фейком. Невероятно. Это крах России. И то, что мы сегодня это обсуждаем, это говорит о том, что уже запущен механизм этого краха, реорганизации России, распуска России, уничтожения этого фашистского образования. И в таком случае есть один только выход, потому что если Россия исключается, например, какая-нибудь страна, на которую было наложено вето по какой-то причине, ну, по какому-то вопросу, она может поднять этот вопрос уже задним числом, сказать: ребят, вы только что исключили ту, которая накладывала вето на этот вопрос. Теперь мы имеем все основания права вернуться к этому вопросу и начать заново отстаивать свои права. И в этом плане единственный выход, который я вижу, которым я согласен и с Полом Гоблом, это распуск Организации Объединенных Наций и создание новой организации. И в эту организацию должны войти на самом деле миролюбивые государства, и Россия туда не должна входить, если она не станет миролюбивой. Поэтому все говорят о том, что в доктрине международного права есть так называемые обычные нормы. И Российская Федерация за 30 лет стала постоянным членом Совета Безопасности ООН по такой обычной норме. Что ж, может и так. Но тогда выходит, что устав ООН не имеет значения, что члены Совбеза им не руководствуются. Тоже вопрос. Ну да, в какой-то степени да. Что будет делать Украина? Этот вопрос не является моим приоритетом как постпреда Украины в ООН. Мой приоритет — это постоянно продолжающиеся переговоры о реакции ООН на скопление российской техники на границе Украины. Но я все равно продолжаю просить ООН: давайте разберемся, давайте признаем, что тогда в 1991 году были неправы, давайте откроем документы. Потому что этот вопрос экзистенциалистский, определяющий всю систему мировой безопасности. Он описывает тот путь, по которому развивается ООН, определяет свой устав или воспринимает его как нечто, что натягивает на конкретную ситуацию и воплощает в таком виде. Потому что если речь идет о втором варианте, то давайте не будем друг друга обманывать рассказами о том, что существует глобальная система безопасности, основанная на правилах. В конце концов, прекратите от нас требовать что-либо выполнять, если вы не планируете выполнять то, под чем сами подписались в Сан-Франциско. Ведь проблема на самом деле не только в ООН. Подобные вопросы есть и к выполнению Устава Совета Европы.
Но я подчеркну, Украина как член ООН, Совета Европы, ОБСЕ и так далее не будет подрывать мандат этих организаций, потому что разрушение выгодно нашим оппонентам и врагам, даже если в этот момент этот мандат не выполняется. Потому что мы не будем прибегать к действиям, которые привели бы к полной дискредитации этих органов. И у меня нет ни планов, ни поручения Киева начать юридическое обжалование членства России в ООН. Однако мы будем вести политический и юридический диалог на этот счет. И для этого нам необходимо как минимум получить доступ к документам, которые нам не выдают. Мы также будем поднимать вопрос о членстве России в Генассамблее ООН. Мы также это сделали в декабре прошлого года. Во время дискуссии в Генассамблее Украина уже заявила об этом. Чтобы быть членом ООН и членом Совбеза, недостаточно просто держать перед собой табличку с названием страны. И я буду и дальше поднимать этот вопрос. Наша цель, чтобы прекратилось кощунство, которое есть сейчас на заседаниях Совбеза ООН. Но предложить путь выхода из этой ситуации можно будет только после того, как ООН, по крайней мере, признает ошибку и откроет скрываемые документы. Общался и записал Сергей Сидоренко, видеомонтаж Владимир Олейника, Европейская правда. Вот такой вот интересный казус получается у нас, что очень радует. Очень-очень это радует. Дело движется в направлении развала России, и мы должны всячески это приветствовать и поддерживать, дорогие друзья. Так. Не зависаем мы тут, все нормально было. Я так понимаю, уведомления не приходят. Уведомления не приходят. Так, давайте почитаю ваши комментарии и потом дальше продолжим. Так. Почитаем ваши комментарии. Генердук там сидят это. Но, знаешь, хороший товар оптом не бывает. Поболтать там, про религию там не говорят. Там, конечно, говорят, там, иншаллах, машаллах, но это не религия. Специалистов религиозных там нет. Поэтому там просто пусть говорят. Там интересно. А мы занимаемся другим делом. Мы занимаемся полезным, нужным делом. Поэтому, пожалуйста, все могут идти туда. Здесь качество важно, а не количество. Понимаете? Поэтому поехали дальше. Оккупация Российской империи отбросила экономическое развитие Кавказа. Империи создаются не для развития порабощенных народов, а их ограбления и ассимиляции, что и случилось с Кавказом. Так, это был Фриман антипутинизм. Так, чеченцы хотят выжить как народ. Империя зла хочет их уничтожить. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса. Абсолютно правда. Канальщик, ну насчет черепах так. Призываю всех европейских шариатчиков построить свое государство в Сахаре и уехать туда жить. Лидеры должны первыми поехать. Асланбек Тутаев. Ну, этого мы не увидим, наверное. В 1983 году президент США Рональд Рейган назвал СССР империей зла. А до этого империей зла назвал Абдурахманов Тарханов. И Рональд Рейган, читавший его книгу, взял это выражение на вооружение. Россия – это империя зла, которая ничего, кроме презрения и разрушения, не несет, а заслуживает ликвидации любым возможным способом. Да? Так, как со звуком у нас? Картинка не тянет, я вижу.
Как со звуком? Так, вот еще тут новость подкидывается. ЕЦ, ну или ЕЗ, если по-английски. Когда начали копать церковные документы, оказалось, что в документах патриархата, наверное, в Турции нет Томаса для России. Никогда не было Томаса у Российской Православной Церкви. Короче говоря, фейк. Оказывается, фейк везде и вовсюду. Везде подделка, везде все не настоящее. То есть у них все без документов. Абсолютно все фейковое. И президент у них фейковый. Президент стал президентом, взорвав своих граждан. Вообще даже Сталин до этого не додумывался. Да, Сталин убивал людей, миллионами убил. Как сейчас Путин, впрочем, тоже готов убить миллионы и убивает, если считать коронавирус. Уже 5 миллионов человек от коронавируса погибло. А так сотни тысяч чеченцев, 300 тысяч чеченцев, 15 тысяч украинцев и десятки тысяч сирийцев и так далее, и так далее. И при всем при этом человек просто взорвал спящих женщин, детей. Представьте, даже Сталин до этого, наверное, не додумывался. Невероятно. И этим человеком они гордятся и называют его президентом. Да, русские первые должны восстать против этого гибни, вот этой всей своей системы. В противном случае, о чем можно вообще разговаривать? Так. Аду Давлетук. В результате десятилетий гибня с помощью дешевой пропаганды имеет тысячи тонн ваты, но они забыли, что ее сдует сторонним ветром. Да, мула, да, мула. Уведомления не приходят давно у меня. Я всегда на ленте ищу, будет ли стрим. Даже на твоем канале не бывает анонсов в последнее время у меня. Да, мне сообщают, леди, что уведомления не приходят. Но это не страшно. Они мне убирают подписчиков, например, где-то там 5-6 тысяч, 8 тысяч. Бывают у нас просмотры, разные стримы. С уверенностью можно сказать, они много срезают, половину, наверное, срезают. И это не столько важно. Да? Несколько тысяч человек, которые понимают, о чем мы говорим. А мы говорим немного сложные вещи, чем мат друг на друга, там, оскорбление матери, отца и так далее, как они там занимаются. Поэтому это не так привлекает внимание, а вот здесь надо думать, здесь нужно чуть-чуть сосредоточить свое серое вещество там на чем-то. Сергей, ну отлично, если звук в порядке, главное, чтобы вот даже если картинка зависает, главное, чтобы звук шел нормально. А так, да, постоянно перед стримом, вы уже все заметили, у меня отлично все с интернетом, бывает иногда проблемы какие-нибудь там короткие, а тут начинается стрим, начинается проблема. Но ничего, это хорошо. И не забывайте, что наш канал запрещен фашистской Россией на территории своей фашистской территории. Джахар Мусаевич задает герой Эндрю Н. Абсолютно верно. Так, если можно, сделайте, пожалуйста, какую-то передачу для того, как гражданскому населению Украины вы бы рекомендовали себя вести в города. Дело в том, что у нас гор нет. ЕС. Это очень хорошая идея, обязательно. Я сам непосредственно в боевых действиях участия не принимал, ну там, за исключением наблюдателя. Конечно, умею тоже хорошо прятаться от снарядов и знаю, что такое снайпер, и бомбы, и минометы, и все такое. Но у нас есть Хусейн Исханов. Обязательно я эту идею, это наш депутат, это герой Первой, Второй русско-чеченской войны, депутат нашего последнего, замыкающего, как говорят военные, парламента созыва, второго созыва. И обязательно надо будет об этом поговорить и рассказать. Хусейн знает, ну,
очень, я думаю, об этом очень хорошо знает, четко рассказывает, и это очень важно на самом деле. Обязательно надо делать отдельную программу об этом. Это хорошая идея. Так. Асланбек Тута, иншаллах, машаллах, это арабские слова. Можно это же и на чеченском говорить, но европейские шариачки хотят стать арабами. Да, Асланбек, просто вопрос, почему не едут в Арабистан. Как бы вы рекомендовали себя вести в гражданском случае войны? Я бы мог рекомендовать, во-первых, конечно же, самое лучшее это подвалы. Как говорится на войне, как окопаешься, так и выживешь. Еда, вода, в первую очередь, вода, еда. У нас бывали случаи, что оказывались люди в подвалах и фактически умирали с голоду. Умирали с голоду. Поэтому давайте я с Хусейном поговорю, и мы с Хусейном обязательно расскажем, что нужно, какая одежда нужна, теплая одежда обязательно. Ну, все как положено. Заклеиваются все окна, закрываются, да, все, куда прилетят пули или бомбы оккупантов. Но надо это отдельно поговорить. Это очень хорошая тема, которую нужно, очень нужная тема, которую нужно обсудить. Так, Фриман Антипатинис. Бесполезно и безнадежно пытаться в России что-то изменить к лучшему, поскольку власти в России не причина, а не следствие. Российское общество глубоко больное, потому оно воспроизводит эти режимы. Ибрагим Никархот. Зачем России независимость, государственность? Вот я тоже не знаю, Ибрагим, зачем ей нужно. Пускай ее нужно присоединить к Украине или к Ичкерии. Они уже русские, мне кажется, морально уже готовы. Они же говорят, что вот там даже их оппозиция, что вот Чеченистан, что вот там кадыризация и так далее, и так далее. Кадырова мы отправим в Гаагу, а Россию присоединим к себе, ладно, так уж и быть. Просто останется Москва на месте, останется все как положено. Просто перейдем на чеченский язык все, государственным языком будет чеченским, вторым языком будет английский. Придется подучить, конечно, немножко чеченский. И бюджет будет формироваться в Джахаре. И уже Чеченская республика, Джахар, будет распределять Москве, сколько получать. Да? И вот так и сделаем. Так, у меня есть звуки, видео, как будто мы с Асланом вместе сидим. О, Ури, отлично. Как же Дудаев был прав, говорит Эндруэн, да. У них даже царь не настоящий, говорит, Чечня, не Россия. Абсолютно. У меня и на телефоне, и на компе виснет. У меня виснет вот картинка. И в телефоне виснет, я вот для подстраховки включил. Да, Аслан, все верно говоришь. Тебя слушать и понимать надо иметь мозги. Да. Мозги не лишние. Так. Аслан, как ты думаешь, может заставят замолчать кислицу? Ну, я не думаю, что его заставят. Главное, он уже сказал. И мы это озвучили, это написала газета. Это все уже сказано. Процесс запущен. Вот в чем фишка. Не будет России. Знаете, когда разваливался Советский Союз, я придерживаюсь теории, версии того, что Советский Союз развалился. Вот Кислица рассказывает, что все разведки мира не ожидали, что развалится Советский Союз. И это совершенно верно, потому что узкий круг людей в КГБ принял это решение. И я так полагаю, это те люди, которые возглавляли КГБ на тот период, после Андропова. И они посчитали, что им нужно оставить колхозную экономику и перейти на рыночную экономику. И
войти в все международные институты и так далее. И еще до вывода войск из Афганистана, еще до разрушения Берлинской стены, мне кажется, решение у них по этому поводу было принято. И того государства Советского Союза уже не существовало, мы просто этого не знали, нам об этом не говорили. Но велась работа по изменению государства, то есть ликвидации коммунистического государства, которое убило десятки, сотни, сгноила, миллионы людей она убила. Это же невероятно, сколько человек убило это государство, причем своих граждан тоже. И то же самое, на мой взгляд, сейчас происходит с Российской Федерацией. Российская Федерация, на мой взгляд, она фактически уже не существует. Только оно не существует не потому, что какие-то гибнюки в гибне хотят, хотя и они тоже этого, наверное, может быть, хотят, а потому что в мире уже все достало уже. С этой Россией сосуществовать невозможно. Поэтому происходит изменение всего мирового порядка. Россия, там, как эти 5 членов, играла большую роль, очень важную роль, значимую, скажем так, заметную, скажем так, роль. И нет уже этой России, в моем понимании нет. Да, это может растянуться на несколько лет, это может повлечь мировую глобальную войну, но я думаю, надеюсь, мир сможет избежать глобальной войны, но то, что Россия будет уничтожена в том понимании, в каком она сейчас есть, в том виде, в этом я уже не сомневаюсь нисколько. Абсолютно. Ведется работа, ведется там противодействие этой работе, там большие процессы идут. И мне кажется, Путин сейчас, пытаясь наброситься на Украину, он, вероятно, пытается сыграть на опережение, что ли. Не знаю. Ну или же остается моя версия, что Украина хочет взять под контроль, восстановить конституционный порядок на своей территории, и Россия подтягивает войска. Так, пойдемте дальше. Так, Фриман антипутинизм. Нет, Сергей Бабунич. Можно ли сегодня существующие народы делить на империалистические, то есть те, которые были коренными народами бывшей империи, и те, которые были второстепенными в империях? А для чего делить? Что ты имеешь в виду, Сергей? Для чего их делить? Фриман антипутинизм. Русский народ обожает Путина и ненавидит тех, кто пытался и пытается сегодня дать ему свободу. Бороться с народом бессмысленно. Карфаген должен быть разрушен. Да. Да. Тубила Смитта. На Ичкерию моль напала только после того, как убила сотни своих гражданских, иначе она не посмеет. Обратите внимание на длину его стола, где оно принимает холопов. Фриман антипутинизм. Россия – это империя зла, а беда в том, что Россия – империя бессмысленного зла. Россия – патологический враг западной цивилизации, свободы и демократии. Абсолютно. Абсолютно. Копір цвіцежний. Звук гарний. Дякую. тобі. Фриман антипутинизм. России показали свободную жизнь, ей открыли правду, и она не желает знать эту правду и ненавидит свободную жизнь. Поэтому русский народ, я считаю, совершенно безнадежным. В панельных домах нельзя сидеть в подвалах, говорит Аснабек Тутаев. Ну, в панельных домах при разрушении есть шанс выжить. Но есть шанс оказаться под завалами. Это тоже правда. И вот в Черноречии люди, которые оказались вот в этом панельном доме и долго-долго кричали, просили помощи, и им никто не мог помочь.
что сказал Кислица? Кислица сказал, что Россия это недогосударство. Напомните, Джохар сказал, Россия и Украина, и Россия сойдутся на непримиримых. И что украинцев лучше не обижать. Видимо, Джохар знал, о чем говорил, как военный, он бывал во всем Советском Союзе и сравнивал. И я думаю, украинцы им не оставят вот это недогосударство, там, искусственное государство и так далее. Очень на это надеюсь. Украинцы не прощают даже слова сказанного. Например, как это делаю я, да? Пытаюсь каждый раз подчеркнуть, что это русский терроризм, русский терроризм. Это почему делается? Потому что они мне 20 лет тирали, что я террорист, чеченский террорист. Так, Аслан, воевать в городских условиях нужно а-ля чечен. Расчет гранатометчик и 2-3 автоматчика. И главное в этом деле не бояться, то есть нужно иметь дух. США, Америка. Да, США, Америка, это правда. Ну, там есть наши чеченские бойцы, которые принимали участие и в первой русско-чеченской, и во второй. И я думаю, в военном плане они объяснят не хуже нас. А вот для гражданского как вести, вот это надо бы интересно. Надо будет с Хусейном об этом обсудить. Так. Эндрю Н. Я готов выучить чеченский, лишь бы не было Путинии. Эндрю Н. Это как я говорю, я готов включиться в состав Папуа-Новой Гвинеи, чтобы выйти из состава России. Асланбек Тутаев. Аслан, наши дети все языки знают. Надо чеченский восстанавливать и алфавит менять. Но это к нашим ученым. Алфавит у нас есть, нам нужно его сделать цифровым. Нам нужно сделать вот эту в Google переводчике везде, чтобы можно было писать на чеченском. И все у нас будет идеально. Почему до сих пор это не сделано, я не понимаю. Олег Ткаченко. В 24-м році на Украину китайскому кордону все будет спокойно. Да. Как найти? Салам алейкум, ассангенти, приветствую вас, наших друзей. Не ожидал, что сегодня будет стрим. Алейкум ассалам. Машуаль. Как найти? Кутин в бункере участь Сралина ждет. Да, ладно. Асланбек Тутаев. У эстонцев система налажена по борьбе с оккупантами и есть очень хорошие схемы и системы. Советую там тоже поинтересоваться. Так. Русиш ненавидит всех, кто свободолюбивый. Им просто жизненно необходимо сломить таковых. Да? Это проклятые мамлюк турок. Эту проклятые Российской империи ответить за массовые убийства. Они даже химическое оружие применяли. Да, применяли. В Чеченской республике точно применяли. Что у нас тут произошло? Ладно, пока это оставим. Пойдемте дальше. Что-то происходит с моим компьютером. Так, Вилпес, валейкум ассалам, Машу Вилпес. Так, идея распада России – это расселение коммуналки, избавление от всех сопутствующих коммунальной жизни проблем. Да. А у нас кое-кто пришел с войны в Афганистане и получили квартиры. Начали не с ремонта в квартире, а с того, что начали копать себе погреба-бункера прямо перед домом, куда-то вглубь земли. Это послевоенный такой синдром все бывает. Может, все империалистические народы подобны русским, только некоторые выздоровели. Потому я описал, что именно стоит делить. Понятно, Сергей Бамович, понятно. Не думаю, что все такие, как Россия и русские, но империализм, я считаю, ничего хорошего в этом, я в этом не вижу. Любой империализм. Без империи жизнь станет лучше для всей планеты, а для русских, которым оно уже обошлось в десятки миллионов жертв, одном только в 20 веке в первую очередь. Да, теперь я понимаю, что эти сооружения могут еще пригодиться. Это про блиндажи и подвалы. Все кругом посмеивались, а они упорно, молча вкапывали землю и делали
простом погребе для картошки невиданную глубину и укрепление свода блиндаж в натуре. Аслан, я не сгоден с тобою в тому, что россиянцы не мають відношення до Руси, та до славян. Но я не знаю, не буду сейчас спорить, конечно, но я знаю, что среди русских есть славяне. И Москву основал князь Киевский, по-моему, Долгорукий и так далее. Поэтому славянские корни там есть. Просто не только там славянские есть, но в этом плане. А вся проблема в том, что вы, как и мы, были оккупированы, у нас забрали одно, у вас забрали другое, в частности, и с вашу историю. И вам много, как и нам, много предстоит сделать для того, чтобы восстановить справедливость. Канальчик, Аслан, когда ты перестанешь делать бухтан на Путина? Когда он сдохнет, может быть, я перестану о нем говорить. И делать бухтан, как ты говоришь. Так, ну, давайте перейдем к другому. Я вам сейчас покажу одно видео. Покажу одно видео. Раз мы уже говорим тут про Украину и уже ушли от ООН, я вам покажу видео, как кадыровцы перемещаются в сторону Украины. Эта информация уже старенькая, не сегодняшняя информация, больше недели, как они уже переместились и где-то на границе находятся. Видимо, будут разные свои террористические действия русские проводить и использовать вот этих вот, ребята, военная техника. Целый караван. Полевая, это обоз военный. Это военный обоз, да, полевая. Ну, видите, как им нравится. Это их армия, военный обоз, там круто и так далее. А несут-то они смерть другим народам. Передвигаются на наши рубежи. Да, все какие-то не русские. Как будто этого. А что за номер? А, регион закрашен, ебаный рот, вы поймешь, что это. А вот они и грады стоят, блядь. Закрытые, да? Да, вот поэтому менты Вот. стоят, видишь? Это Белгородская область, ребята. На нашей границе собирается война. Походу, это чеченские солдаты. Да, да. Ну, извиняюсь за ненормативную лексику, которая использовалась в этом ролике. Но по-российски по-другому разговаривать не умеют, я так понимаю. И одну очень тоже хорошую новость вам хочу сообщить о том, что сегодня в Бундестаге зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александр Ламсдорф предложил конфисковать недвижимость российских олигархов в Германии. Такую санкционную меру предложил в случае вторжения России в Украину зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге. В случае отсутствия у нас уверенности в источнике средств, использованных для финансирования недвижимого имущества X, нам следует ревизировать недвижимое имущество X, заявил он. Некоторые олигархи из РФ обладают огромным владением в Германии. Их следует реквизировать, если есть сомнения в финансировании, заявил замглавы фракции либералов Ламсдорф. Недвижимость российских олигархов в Германии может быть конфискована в качестве санкций в случае вторжения России в Украину, считает зампредседателя фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александр Ламсдорф.
Он заявил об этом в вечернем эфире телеканала Билд ТВ в воскресенье 13 февраля. По его словам, некоторые олигархи из России имеют огромные владения в Берлине. В случае отсутствия у нас уверенности в источниках средств, использованных для финансирования недвижимости имущества X, нам следует ревизировать недвижимость имущества X, предложил Ламсдорф. В качестве других штрафных мер он упомянул ограничение свободы перемещения и замораживание счетов. Нам следует более политически подходить к этому санкционному вопросу. До сих пор у нас преобладало чисто юридическое понимание санкций, ответил депутат Бундестага. Конец отношений с Европой. По мнению Ламсдорфа, президенту Путину должно быть ясно, что нападение на Украину будет означать конец отношений с Европой. Экономическое взаимодействие в этом случае будет сведено к совершенному минимуму. Будут вводиться запрет на определенные виды деятельности, и рефинансирование российских банков станет крайне сложным. Экономическая цена вторжения в Украину будет такой высокой, как никогда раньше, подчеркнул Ламсдорф. Штайнмайер призвал Путина урегулировать украинский конфликт. Ну и так далее. Господа, весь мир поддерживает Украину. Я просто очень безмерно этому рад. Очень-очень. Как говорят, чисто по-русски. Да-да. Шульдемак, может, не стоит отвергать союзников? Главное, чтобы они пришли с молотком для сбивки гвоздей в гроб чекистов. Союзников ни в коем случае нельзя отвергать. У нас нету ни морального, ни какого-либо другого права отвергать. Так, Арслан Акинец. Ассаламу алейкум, Эджери. Приветствую всех. Ва алейкум салам. Машуа, Арслан. Так. У нас в последнее время переняли империалистические взгляды России. Глава Чечни забрал участок земли у ингушей. Обсуждается поселение. Также говорят, что у нас есть земля и в Грузии. Ты явную фитну, как говорят, несешь. Абсолютно наглую ложь только что. Я прочитал то, что ты написал. К большому сожалению. Глава Чечни не может ничего забрать. Ничего. Вот этот глава Чечни, земли, границы делятся только федеральным центром. Поэтому все вопросы иди к Путину задавай. Аслан, может, не стоит отвергать? Так. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Ставим лайки и подписывайся на канал Реалити. Так. Что я вам еще хотел сегодня показать? Так. Это я вам уже показывал. Так, давайте перехожу к вашим вопросам. Эта тема не будет очень интересна. Так, Эндруэн Асан, это не чеченские, а кадыровские прихвостни. Чечены наши братья, которые воевали в 14-15 на стороне Украины. Да, тут не чечены, а чеченцы.
А так, да, конечно, абсолютно. Альфред Аснабек Тутаев. Радостную новость, я думаю, встретит Альфред Кох и другие. Аса. Да, кстати говоря, Альфред Кох тут какие-то здания строит, наворовал у России денег. И сейчас тут уже себя чувствует таким политиком, он себя уже там тут уже именовал. Потом, правда, замолчал после того, как мы немножко его покритиковали. Ну, пока молчит. Как белорусский партизан, да, он. Так. Где же этот Кох? Я его недавно видел, у кого-то интервью. Не помню сейчас у кого. Так, Фриман антипутинист. Применение химического оружия или депортация чеченского народа было отклонено из-за опасения за тяжелые последствия русской национальности, остановили реализацию этих планов. Из опасения за тяжелые последствия русской национальности. Опасения, не понял я, Фриман. Да здравствует шариатская Швеция, бадила-бадила, говорит, оттуда наш модер, кстати говоря. Украине проще будет орков научить. Да. Ну, так, кто-то бы сделал бы доброе дело и показал бы кадыровцам, в каком виде их выгружали в товарных количествах в виде груза 200 после боев под Донецким аэропортом. Да, было такое, да. Было. Но прошло. Так, я не могу понять, почему у меня показывает, что трансляция идет 51 минуту. Хотя мы уже 1,5 часа в эфире. Нужно было перегрузить, я так полагаю. Да уж. И опять чат не открывается. Ну, ничего. Радует, что они отвлекают силы на то, что мы делаем, нам в какой-то степени пытаются мешать. Это говорит о том, что, значит, на кого-то у них силенок не хватит, хотя бы на одного, раз отвлекли на нас свои силы. Так. Стоять они вроде бы в районе Белгорода под Харьковом. Кстати, у нас ввели новое разрешение при любых непонятных ситуациях и заварушках без разбору сразу на поражение. Как бы заботились или не заботились о русских в Кремле, южахте отмазаться долдацен. Да. Кто-то бы сделал бы доброе дело и показал бы кадыровцам, в каком виде выгружали в так. Это я уже читал, это так. Олег Ткаченко почитал. Он пишет по-украински, и мне не очень будет это удобно. Шановні панство, трішки вангую, недолго залишилось мордору. Дорогие товарищи, немножко вангую. Недолго, короче, осталось Мордору. Так, это Путлер забрал землю, то есть мина замедленного действия. Да. Так. Так, давайте, мы стоим на пороге, конечно, войны, крупномасштабной, широкомасштабной войны во фашистской России против Украины.
И вот тут я зачитаю вам, заканчивая наш сегодняшний стрим, обращение президента Украины, свободной Украины Владимира Зеленского. Великие люди великой страны. Перед нашим государством стоят серьезные внешние и внутренние вызовы, которые потребуют от меня и от каждого из нас ответственности, уверенности и конкретности. Нам грозят великой войной, и опять назначать дату военного вторжения. Это уже не в первый раз, но наше государство сегодня сильнее, чем когда-либо. Мы хотим мира и хотим решать все вопросы только путем переговоров. В Украину вернутся и Донбасс, и Крым. Исключительно дипломатическим способом. Мы не нарушаем права чужих, но и не ущемляем своих. У нас отличная армия, наши мальчики обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Эта армия намного сильнее, чем 8 лет назад. Мы уверены в наших вооруженных силах, и наши военные должны чувствовать нашу поддержку, наше единство и нашу солидарность. Фундамент нашей армии – доверие нашего народа и сильная экономика. Нам рассказывают, что 16 февраля будет днем нападения. Мы сделаем это днем единства. Соответствующая утилизация уже подписана. В этот день мы поднимем наши государственные флаги, завяжем синие и желтые ленты и покажем миру свою солидарность. У нас есть одна большая европейская амбиция. Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. 14 тысяч защитников и мирных граждан, погибших в этой войне, следят за нами с неба, и память о них не предадим. Мы все хотим жить счастливой жизнью и счастье, любить силы. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся учиться. Люблю Украину, с этим мы смирились, мы сильные, мы в этом месте. Это в переводе я зачитываю, поэтому чуть-чуть, как говорится, не по-русски. Слава Украине! Господи, благослови Америку и Украину. Украинцы выстоят, разобьют нос фашистской России. И солнце свободы зайдет со стороны Украины. Оно зайдет не только для чеченцев, оно зайдет для всех угнетенных стран и народов фашистской России. Все будет Ичкерия, слава Украине. Всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. И поддерживайте президента Зеленского. Сейчас ему и Украине в целом нужна эта поддержка.